Нефтегазохимический форум – одна из крупнейших площадок для встречи представителей сферы, своего рода месторождения для идей нефтяной отрасли. Здесь представлены 160 компаний из 25 регионов России и 5 зарубежных стран. Татарстанский нефтегазохимический форум 2022 года объявляется открытым. С символичного вращения вентиля начинается Татарстанский нефтегазохимический форум. Здесь представители компаний показывают оборудование, обсуждают новые технологические вызовы, проводят деловые встречи. Важность последних во время церемонии открытия подчеркнули президент Татарстана и федеральные гости. Искренне благодарю всех вас за визит в нашу республику и участие в нашем форуме. Наше взаимодействие, обмен мнениями, наработки на таких площадках дают нам уверенность в дальнейшем развитии наших дружественных контактов. Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для продолжения последствий текущего кризиса. Всегда, когда мы бываем здесь, то это большой праздник для всего нашего нефтегазового сообщества. И особенно важны эти моменты сейчас, когда в условиях беспрецедентных и наглых санкций со стороны некоторых западных стран мы решаем проблемы, как же выжить в этой непростой ситуации. И прямо скажу, выживем. И сегодня наш нефтегазовый комплекс работает достаточно устойчиво, решает те проблемы, которые есть для нашего народного хозяйства и то, что надо для экспорта. Традиционно на форуме много зарубежных гостей. Впервые на площадке большая делегация из Африки. Здесь несколько стран континента. Участниками стали также представители профильных министерств из Китая, Бахрейна и Арабских Эмиратов. Благодарим вас за приглашение на форум. Это предложение является ценным, потому что я ознакомлюсь с новыми технологиями развития в данной сфере. Наши взаимоотношения очень крепкие и на долгие годы. Это все полностью отечественно. Мы раньше покупали за границей, сейчас начали сами разрабатывать. Передовые разработки на специальной выставке. Стенды внимательно изучил Рустам Миниханов. Так уфимцы представляют автоматизированный гидравлический ключ для бурильных труб. Мы начали разрабатывать гидравлическое оборудование, гидромоторы по импортозамещению, потому что проблемы с поставками, начали все сами осваивать. Данная установка рассчитана на рез, на демонтаж трубы от 325 диаметра до 630 включительно. Компания из Татарстана презентовала инновационную установку для безогневой резки труб. Такой метод более экологичный и безопасный. Установка, которая облегчает труд и существенно экономит затраты на демонтаж трубы. Помогает безопасно произвести рез в любых условиях, заболоченных, обводненных, с учетом нефтеразливов, газовых утечек. В следующем году нефтяная отрасль республики отметит 90-летний юбилей. Ежегодно в Татарстане добывают почти 35 миллионов, перерабатывают свыше 20 миллионов тонн нефти. Это порядка 7% от всей добычи в России. Как подчеркнул президент, сегодня в республике уделяется особое внимание экологической безопасности производств и сокращению выбросов парниковых газов. Указ президента России об этом полностью соответствует естественному запросу общества, говорит Рустам Миниханов. Стало крылатым высказывание Дмитрия Ивановича Менделеева о том, что сжигать нефть и газ в топке – это все равно, что растапливать печь ассигнациями. Экологически чистая и безопасная окружающая среда – основа благосостояния общества. Вопросы промышленной безопасности, внедрение зеленых технологий всегда будут актуальными. Тема декарбонизации, или другими словами, перехода к низкоуглеродной экономике, стала главной на пленарном заседании. По словам участников, события этого года наложили отпечаток на глобальные и национальные планы по сокращению выбросов парниковых газов. Сегодня уже очевидно, что происходит замедление темпов декарбонизации. Ситуация усугубляется снижением экономического роста в западных странах и ослаблением международной кооперации. Усиление международной санкционной политики неоднозначно отразилось на процессе энергоперехода разных стран. Как подчеркнул Рустам Миниханов, нашей республике в этом вопросе интересен опыт партнеров из дружественных стран – Китая, Бахрейна и Арабских Эмиратов. И обозначил проблемы, с которыми сталкиваются как Татарстан, так и Россия в целом. В этой декарбонизации есть что-то против нас. Сама декарбонизация – это направление очень нужное. И то, что наш президент
такую задачу поставил. Но когда наши партнеры, в кавычках, пытаются решить эту задачу за счет других стран, свою зеленую экономику, это совершенно неправильно. По словам представителей крупных компаний, углеродная нейтральность должна начинаться с экологического воспитания. Экологическое воспитание, начиная с подрастающего поколения и по всей вертикали, школы, институты и специалисты на производстве. Самое эффективное, мы считаем, это, конечно, энергоэффективность, энергосбережение. И с этим мы тоже с самого первого курса института приучаем наших студентов. У нас, например, еще есть фобии по поводу пластиковых бутылок или пластиковых пакетов, да, и вот этот разговор о том, что такое экология и где возникает эта ответственность за так называемые острова пластиковых бутылок в океане, она связана с производством пластиковых бутылок или с культурой человека. То есть вот этот разговор, то есть мы здесь тоже, скажем так, на этом поле играем. Форум в Казани будет идти еще 2 дня. Предстоит насыщенная деловая программа. Это и бизнес-встречи, и научные дискуссии. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.